Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время Азия» с главными событиями дня. В пражской студии я, Динара Аргин. Сегодня в программе. Будет ли Россия бомбить север Афганистана? На таджикском аэродроме Айни наращивается группировка российских ВВС. Да, летают постоянно, по одному, по двое. МиГи, самолеты. Асад неожиданно оказался в Москве. Путин советует ему после победы поделиться властью с оппонентами. Решающий срок, безусловно, должно оставаться исключительно за сирийским народом. В окрестностях Бишкека продолжается многодневная погоня полиции за сбежавшими из тюрьмы террористами. 5 из 9 уже мертвы, 2 в тюрьме, еще 2 по-прежнему в бегах. Есть еще указание не задерживать, а убивать. Борьба за Немцов мост. Неофициальный народный мемориал на месте убийства Бориса Немцова ежедневно разрушают неизвестные, а сторонники и друзья политика этот мемориал также ежедневно восстанавливают. Он принял мученическую смерть за Россию, за свободу, за свой народ. Военным России и США удалось договориться между собой о взаимной безопасности полетов в небе над Сирией. С самого начала российской военной операции там многие опасались, что отсутствие связи между российскими и американскими ВВС может привести к серьезному инциденту и в результате к прямому столкновению двух стран. Теперь эта угроза, возможно, уменьшилась. Уже почти 3 недели российская авиация производит интенсивные бомбардировки противников Асада практически по всей территории Сирии. Произведены уже сотни боевых вылетов. Тем временем международная коалиция во главе с США наносит удары по позициям так называемого исламского государства, практически в тех же районах, в которых действуют и российские ВВС. Доля американской авиации в этих бомбежках превышает 90%. Только за прошедший год военно-воздушные силы США нанесли более 2500 ударов по Сирии и более 3000 по позициям исламских боевиков в Ираке. Российские военные очень оптимистично оценивают меморандум и входящие в него технические договоренности. Ведомство считает позитивным шагом подписание документа, который имеет важное практическое значение. Меморандум содержит комплекс правил и ограничений, имеющих целью предотвратить возникновение инцидентов между авиацией России и США. Между тем, представители Пентагона заявляют, что подписание соглашения ни в коем случае не значит, что США и их союзники одобряют военные действия России в Сирии. Полный текст меморандума о взаимопонимании будет обнародован по просьбе России. К документу прилагается ряд специальных протоколов с описанием порядка действий летных экипажей, а также протокол о создании наземной линии связи между сторонами. Это узкоспециальный документ по воздушной безопасности. Это не соглашение, и это не значит, что мы выражаем поддержку действиям России в Сирии. Мы на самом деле в корне не согласны с политикой России в регионе и считаем ее контрпродуктивной. Военные эксперты продолжают спорить по поводу авиабазы Айни в Таджикистане, куда сейчас перебрасывается из России значительное количество боевых самолетов и вертолетов. Официально власти России и Таджикистана признали факт переброски российской боевой авиации, но о целях ее использования пока не сообщается. По мнению некоторых военных экспертов, таджикская авиабаза может быть использована для нанесения ударов по исламским радикалам в Афганистане, где в последнее время резко обострилась политическая обстановка. Не исключается, что Россия в какой-то момент начнет действовать на севере Афганистана по сирийскому сценарию. Тем более помочь в борьбе с Талибаном и боевиками Аль-Каиды уже просили некоторые афганские лидеры. Также некоторые эксперты утверждают, что с недавнего времени военный аэродром Айни полностью перешел под контроль ВВС России. У нас на связи наш корреспондент в Таджикистане Анушервон Арипов. Он находится в окрестностях авиабазы Айни. Анушервон, здравствуйте. Наблюдается ли какая-то активность военных на самой авиабазе и в небе над ней? Здравствуйте, Динара. Да, за моей спиной находится военный аэродром Айни. Здесь базируются, по официальным данным, 4 российских ударных вертолета Ми-24П «Крокодил» и 4 транспортно-боевых Ми-8. По словам жителей поселков, расположенных вокруг объекта, вместе с вертолетами в вылетах регулярно принимают участие и самолеты МиГ. Какой стране, Таджикистану или России, они принадлежат, сейчас неизвестно, и сами жители не могут об этом судить. Да, летают постоянно, по одному, по двое. МиГи, самолеты.
По утрам мы ходим наверх, вертолеты с мигами поднимаются. Также люди говорят, что интенсивность полетов выросла, шум авиатехники раньше слышали только время от времени, а сейчас это происходит чуть ли не каждый день, а значит и боевых машин на аэродроме стало намного больше. Ну, они летают, бывает, что с утра до обеда летают, бывает, что после обеда до вечера летают, бывает, что через день летают, бывает, что каждый день летают, они по-всякому. На территорию аэродрома журналистов сейчас не допускают. Взлетно-посадочная полоса и ангары техники находятся слишком далеко за колючей проволокой, а на ней примерно через каждые 100 метров висит табличка с надписью на таджикском «Стой, стрелять буду, не проходить». Но о том, что на аэродроме Айни располагается много военной техники, говорят и эксперты. Аэродром Айни уже много лет является постоянным предметом споров, местом пересечения интересов различных стран. Им интересовались США, Россия нередко поднимала вопрос о размещении здесь своей военно-воздушной техники. Индия даже претендовала на совместное управление аэродромом и вложила в его реконструкцию около 70 миллионов американских долларов. Власти Таджикистана утверждают, что аэропорт не будет передан в аренду России, а временно представлен для размещения летательных аппаратов. Но, по мнению военных экспертов, возможно, перейдет под контроль ВВС России в будущем. Около 5 лет назад аэродром был полностью реконструирован и сдан в эксплуатацию, отстроены заново ангары и модернизирована башня управления воздушным движением. А взлетно-посадочная полоса продлена до 3 километров 200 метров. А это значит, что сегодня в случае необходимости аэродром может принять практически все виды российской стратегической авиации. Динара. Спасибо, Анушервон. А на севере Афганистана движению «Талибан», похоже, удалось взять реванш за недавнее поражение в Кундузе. На этот раз они взяли штурмом город Фарьяб на границе с Туркменистаном, убив и захватив в плен несколько десятков полицейских и солдат афганской армии. Напомним, что 3 недели назад талибам удалось захватить Кундуз, откуда они были выбиты через 2 дня афганскими войсками при поддержке американской авиации. Из-за ситуации с Кундузом президент США Барак Обама даже приостановил запланированный вывод войск из Афганистана, но те 10 тысяч американских солдат, похоже, не справляются с атаками талибов, и некоторые руководители Афганистана, в частности генерал Дустум, уже неоднократно обращались к России за военной помощью. В Узбекистане милиция возбудила дело против журналиста и правозащитника Дмитрия Тихонова. По его словам, сначала за ним была установлена слежка. Затем он узнал, что против него возбуждено дело, о содержании которого правоохранительные органы отказываются сообщать до суда. Правозащитник опасается, что он может оказаться в тюрьме. Как рассказал в интервью нашей программе сам Дмитрий Тихонов, он занимался расследованием фактов принудительного труда на хлопковых плантациях, принадлежащих Всемирному банку. В конце сентября правозащитник был избит в одном из отделов милиции Ангрена. По словам Тихонова, на сбор хлопка в принудительном порядке было отправлено как минимум 12 тысяч жителей Ангрена. Многие из них работали именно на плантациях Всемирного банка. Я написал заявление и попросил своего адвоката обратиться в ГУВД города Ангрена с моим заявлением, чтобы выяснить, что это, собственно, были за люди, которые меня преследовали, на каком основании меня преследовали, и выяснить вопрос вот с моим незаконным задержанием 20 сентября, в ходе которого меня избили стопкой бумаг. Когда адвокат приехала в милицию, ей сообщили, что в отношении меня возбуждено дело. Но какое дело, административное или уголовное, и по какой статье, выяснить не удалось. Между тем, узбекская служба «Радио Свобода» Озодлик опубликовала еще одно скандальное видео, связанное с уборкой хлопка. Вы видите эти кадры. Как утверждают журналисты Озодлик, это то самое поле, где хлопковую вату приклеивали обратно в коробочки после сбора урожая перед приездом премьер-министра Узбекистана. Тогда местные власти решили продемонстрировать высокому гостю изобилие хлопка на полях. Но к тому времени весь хлопок был уже убран, и было принято решение воспользоваться клеем. Но чиновник так и не приехал, а приклеенный хлопок по-прежнему его ждет. В Кыргызстане ликвидирован еще один сбежавший из тюрьмы террорист. Из 5 задержанных по горячим следам 3 скончались в тюрьме. Один был убит во время преследования в начале нынешней недели. В результате на сегодняшний день на свободе остаются 2 беглеца. О ходе многодневной погони в репортаже Адилета Бектурсунова. Спецоперация длилась менее часа. Сбежавшего из тюрьмы Азамата Мусуралиева обнаружили на окраине села Арал, вблизи с границей с Казахстаном. Беглеца, засевшего в заброшенном доме, обстреляли из автоматов.
Ну, здесь они жили, вот видишь, вот так камера. О местонахождении беглых преступников сообщил милиции местный житель. По его показаниям, скрывающихся в доме было двое. Во втором мужчине он опознал Алтынбека Итибаева, которому снова удалось уйти от преследования. Преступников, сбежавших из колонии, милиция ищет больше недели. 12 октября 9 осужденных совершили громкий побег, зверски убив 4 охранников. Той же ночью милиции удалось поймать 5, из них 4 тогда удалось скрыться. Позже еще одного беглеца, Данияра Кадыралиева, застрелили на окраине города. Беглые заключенные гибнут один за другим. Так, за 2 дня в главном следственном изоляторе скончались сразу 3 из 5 ранее задержанных. Талайбек Джуманов, Бакыт Кинджикулов и Муратбек Джумалиев, по предварительной версии властей, погибли в результате сердечного приступа. Их забили до смерти. Начальник СИЗО 50-го, кого не было бы, он должен немедленно актировать избиение своих, тех, кого он содержит. Я не знаю, есть ли у них акт или нет на сегодня. Есть еще указание не задерживать, а убивать. Это вообще несовместимо с вопросами безопасности расследования. 2 из беглецов остаются под стражей в одиночных камерах. На свободе еще 2 человека – Алтынбек Итибаев и Адиль Абдрахманов. Все они были приговорены к пожизненному заключению за убийство и религиозный экстремизм и терроризм. Правоохранительные органы назначили вознаграждение в 1 миллион сомов за любую информацию о них. Адилет Бектурсонов, Азат Нтымаков. В настоящее время Кыргызстан. Далее в программе. Асад неожиданно оказался в Москве. Путин советует ему после победы поделиться властью с оппонентами. Решающее слово, безусловно, должно оставаться исключительно за сирийским народом. Борьба за Немцов мост. Неофициальный народный мемориал на месте убийства Бориса Немцова ежедневно разрушают неизвестные, а сторонники и друзья политика этот мемориал также ежедневно восстанавливают. Он принял мученическую смерть за Россию, за свободу, за свой народ. Президент Сирии Башар Асад совершил неожиданный визит в Москву. Он выехал за пределы своей страны впервые с 2011 года. Он сразу же встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу. В Кремле Асада принял лично Владимир Путин. О чем именно говорили президенты за закрытыми дверями, неизвестно. А в официальной части Башар Асад выразил признательность России за оказываемую помощь. В ответ Путин предложил сирийскому лидеру поделиться властью со своими многочисленными политическими оппонентами. На основе позитивной динамики в ходе боевых действий в конечном итоге все-таки долгосрочное урегулирование может быть достигнуто на основе политического процесса при участии всех политических сил, этнических и религиозных групп. И в конечном итоге решающее слово, безусловно, должно оставаться исключительно за сирийским народом. Тем временем, как сообщают мировые СМИ, начался массовый исход беженцев из сирийского города Алеппо. С момента начала штурма город покинули уже 35 тысяч человек. Вы видите кадры уличных боев в пригородах Алеппо. Танки правительственной армии Сирии и иранская пехота ведут ожесточенный бой с повстанцами непосредственно в жилых кварталах. Правозащитники и журналисты утверждают, что в развалинах и подвалах в местах боев прячется значительное количество мирных граждан. Почти все, кому удалось выйти из Алеппо, говорят, что город подвергается непрекращающимся бомбардировкам с воздуха. Российская авиация стирает с лица земли целые улицы. Правительственные войска и их союзники наносят специальные опознавательные знаки в виде белых больших крестов на башни танков и автомобилей, чтобы избежать уничтожения. Об интенсивности и разрушительности бомбежек может свидетельствовать вчерашнее видео агентства Рейтер. В США прибывают беженцы из Сирии. Некоторые из них долгое время жили в специальных лагерях. С какими трудностями сталкиваются мигранты, чтобы начать новую жизнь? В репортаже наших американских коллег. Несмотря на то, что он и сам еще только изучает английский, 8-летний Ясун Наджар переводит для всех членов своей семьи. В школе я сказал, что не умею говорить по-английски, но сейчас я уже разговариваю.
Его отец Абид Наджар почти не говорит по-английски, и трудности возникают на каждом шагу, даже когда он ведет сына в школу. На автобусной остановке папа не знает, куда едет тот или иной автобус. Абид Наджар работал на стройке в городе Хомс. Волна насилия, охватившая страну, вынудила его покинуть дом. В течение 4 лет семья жила в лагере для беженцев в Иордании. 8 месяцев назад они переехали в США по международной программе переселения беженцев. Мы благодарны американцам за то, что они дали нам шанс начать новую жизнь. Здесь трудно, но мы стараемся адаптироваться. А пока Абид никак не может найти работу. Я ищу работу, но мне говорят, что меня никуда не возьмут, потому что я не знаю язык. Хьюстон принял самое большое количество беженцев. Несмотря на языковое разнообразие, здесь много тех, кто говорит на испанском, китайском и вьетнамском. Арабская диаспора в Хьюстоне очень небольшая. Амар Шишакли эмигрировал из Сирии в 1997 году и сегодня руководит отделом помощи беженцам в сирийском клубе Хьюстона. Прежде всего, речь идет о культурных различиях, культурном шоке. Во-вторых, языковой барьер. В-третьих, невозможность обеспечить себя и свою семью. При этом возможности агентств, которые предоставляют помощь, тоже не безграничны. У них маленький бюджет. Они оказывают поддержку лишь в течение нескольких месяцев. Но беженцы не могут вернуться в Сирию. Это понимает даже 8-летний Ясун. Если бы мы остались в Сирии, мы бы погибли. Семья Наджар надеется, что скоро к ним смогут присоединиться родственники и друзья. На Донбассе начался второй этап отвода техники. Теперь танки отводят назад в Донецкую область. В районе Артемовска украинские военные вчера отвели около 60 боевых машин. Согласно минским договоренностям, в Донецкой области проводится отвод танков, как вы уже видели. В целом будет отведено около 60 машин. Это происходит в районе Дебальцевского направления. Сегодня отвод танков начался в самопровозглашенной ДНР. Возле Новоазовска, это город на юге возле границы с Россией, отвели 10 танков. Все мероприятия, спланированные на сегодняшний день, отработаны в полном объеме. Сейчас осуществляем контроль выхода техники. Рядом с Кремлем на месте убийства Бориса Немцова регулярно разрушают народный мемориал. Уносят цветы и ломают таблички «Немцов мост». Среди людей, идущих по Большому Москворецкому мосту, деловито снует человек в жилетке цвета хаки с совком и веником в руках. Стараемся, несмотря на погоду, держать идеальную чистоту, чтобы не было никаких лишних нареканий. Надир и такие же, как он, добровольцы – это новая русская загадка. Метут, но не дворники, охраняют, но не сторожа. Просто граждане, которые хранят память о Борисе Немцове. Россия потеряла великого человека. Для нас он вообще святой, потому что он принял мученическую смерть за Россию, за свободу, за свой народ. Большинство проходящих мимо с интересом разглядывают фотографии и таблички, лежащие на асфальте. Но случается, приходят и те, кому все это не нравится. Их бесит то, что люди сюда приносят цветы, люди приносят свечи, портреты, начинают там ногами разбрасывать букеты, акты вандализма, плюют иногда. Вот. Но мы, конечно, вступаемся, стараемся мирно, но защищаем мемориал как только можем. Уже несколько раз на них нападали неизвестные. Вот, как на этих кадрах. Вдруг ниоткуда появляются мужчины и женщины с георгиевскими ленточками и буквально разоряют народный мемориал. А полиция при этом спокойно наблюдает за происходящим. А пресекать правонарушение не нужно? А какое здесь правонарушение? Стражи моста, как их уже окрестили, к таким набегам привыкли. Что говорить, если даже вполне официальная городская структура, Гормост, под видом наведения порядка тоже проводит свои спецоперации. Не знаю, так как это Гормост, ментов, наверное, нет смысла вызывать. Пока мы беседуем, холодный северный ветер продувает буквально насквозь. Но Надир говорит, что готов дежурить здесь до тех пор, пока столичные власти не установят на месте убийства Немцова хоть какой-то памятный знак. Мы уже готовимся к зиме, закупаем валенки, тулупы, термобелье. Пока есть возможность, мы будем сюда приходить. Таких стражей, как он, около 100 человек. У них есть график дежурств и специальный чемоданчик с подручными инструментами, ножницами, зажигалками, скотчем и запасными свечами. Горячий чай приносят из дома, а воду для цветов берут из пожарного гидранта. Так, ну немножечко взяли водички.
На это дежурство Надир пришел еще засветло, а уйдет, когда город уже будет спать. И ночью, в случае опасности, вся надежда только на подручные средства. Это видеорегистратор, конечно, если есть какое-то хулиганство, какие-то агрессивные действия, вот, видеорегистратор мы включаем. У всех наших дежурных свистки, чтобы, так сказать, звать помощь. Вот, здесь все-таки рядом Кремль, и все-таки здесь большая плотность правоохранительных органов. Хотя и свисток, и видеорегистратор, и вера в плотность правоохранительных органов – это все больше для самоуспокоения. Ведь близость к Кремлю, похоже, уже не является гарантией безопасности. Вадим Кондаков, Станислав Феофанов. Настоящее время. Жители Алма-Аты в течение последних месяцев пытаются отстоять несколько старых зданий в центре города. По генплану на их месте должны появиться новые постройки, которые изменят облик южной столицы Казахстана. О том, как алматинцы пытаются сохранить старую Алма-Ату, в репортаже Дмитрия Белякова. Алма-Ата, Алма-Ата, не город, а сама мечта. Сохраним Алма-Ату! Каждый вечер десятки алматинцев собирались у входа в здание по адресу Желтоксан 115. Пели, читали стихи, устраивали флешмобы и даже окропляли фундамент святой водой. Таким образом, горожане пытались отстоять дом, который подлежит сносу. Вместо бывшего здания Госплана и административных корпусов, занимающих целый квартал в старом центре Алматы, должен появиться многоэтажный бизнес-центр. Несмотря на большой общественный резонанс, ведутся активные работы по сносу здания. И вскоре от него останутся только воспоминания. Хотелось бы, чтобы какой-то архитектурный ансамбль остался. Такой Алматы, старый, добрый, хороший. Ну, я не вижу большого смысла здесь. Что опять построить? Какой-то торговый развлекательный. Ничего же путнего все равно не построить. Надо относиться бережно, вот как за границей. Они сохраняют фасад, они сохраняют, знаете, лицо, перестраивают, бережно относятся. Почему мы так не можем относиться? В конце концов, уже должна до нас дойти какая-то цивилизация, а не эта дикость, разрушение бесконечное. Председатель Союза алматинских архитекторов Сергей Мартемьянов не раз высказывался против сноса здания на проспекте Желтоксан. Он считает, что подобное уплотнение может вызвать транспортный коллапс в центре города, а также, что этот снос может оказаться нехорошим прецедентом, и архитектурный бренд «Старая Алма-Ата» вообще прекратит свое существование. Прикосновенность к старым камням, черепкам и к тем старинным, будем уже сейчас говорить, названиям или каким-то углам, вот типа этого дома. Он же сам по себе не определяет значение всей Алматы. Но он как раз, все вдруг поняли, что снеся его, потеряем всю улицу. Потеряем улицу вот данную, Кирова бывшая, да, потеряем завтра Кабанбай-Батыра. И там практически из этого центра можно уже ничего не спасти. Общественные активисты говорят о другом аспекте сноса в центре города. Согласно принятому городскими властями генплану, центр Алматы в ближайшее время должен уплотниться в 8 раз. Выдержат ли коммуникации подобный прирост и как это отразится на экологии города? Представь себе, там вместо одного человека 8, вместо одной машины 8 машин. Да? Это на ту инфраструктуру, которая была создана еще в Советском Союзе на 700 тысяч человек. Вот сейчас официально живет 1,5. Неофициально, значит, по всем данным, от 2 до 2,5 миллионов. То есть город трещит по швам. Примеры реконструкции сносов старинных зданий за годы независимости может легко привести любой алматинец. Вместо снесенного в 2006 году Дворца пионеров в центре города вырос отель «Риксос». Или реконструкция Вернинского женского училища, построенного еще в 19 веке, которая превратила его в ресторан сети быстрого питания. Сегодня горожане также активно обсуждают снос кинотеатра «Алатау». На его месте в ближайшее время должен появиться представитель еще одной мировой сети фастфудов. Первый – алматинский Макдональдс. Дмитрий Беляков, Павел Энгельгард. Настоящее время. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте KarenTime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.